Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в СКФО, прошедшем в Махачкале под председательством Александра Матовникова. На повестку вынесли важнейшие вопросы социально-экономического развития округа. Участники обсудили исполнение национальных и федеральных проектов и вопросы, связанные с реализацией стратегии нацбезопасности. По словам полпреда СКФО, в целом по округу реализуется 329 проектов с общим объемом финансирования более 69 миллиардов рублей. Ведется строительство, реконструкция и ремонт более 1200 объектов на общую сумму свыше 45 миллиардов рублей. В своем докладе, озвученном в ходе совещания, Махмуд Али Калиматов отразил актуальные результаты участия Ингушетии в 50 проектах из 67 федеральных, заложенных в 12 национальных проектах. Так, по его словам, на данный момент подписано 33 финансовых соглашения о предоставлении средств из федерального бюджета и 44 нефинансовых соглашения, предусматривающих достижение заявленных показателей, в том числе по поддержке старшего поколения и сохранению человеческого капитала. Мы уже полностью оформили участков земли на 2020 год под объекты, которые у нас будут в 2020 году. Возникают вопросы, у нас очень серьезная ситуация, коммуникационные вещи еще, газовые, водоснабжение. Необходимость есть на Назрановском районе абсолютно в аварийном состоянии школа. В этом году будет завершена работа по проекту «Экология», в том числе ликвидация 2 свалок. Ни одного полигона жидких бытовых отходов нет. Очистные локальные, они настолько несовершенны, что они летят. По всей республике 85% выгребные ямы и предприятий, учреждений. Десятками тысяч тонн строительных отходов засыпаны просто в прекрасную низину. Строительство, которое у нас будет идти в Пятигорске, и другие объекты Северо-Кавказского округа, я бы хотел предложить, можно было бы формировать студенческие отряды из вузов именно Северо-Кавказского округа, и это бы еще сближало бы, коммуницировало бы молодежь. И обязательно колледжи. В Республике Ингушетия их 16. И летом абсолютно эти люди отданы сами себе. Нет финансов, чтобы куда-то выехать, возможности нет. Формировать группы студенческие по их возможностям и специальностям. И по Северному Кавказу вообще на объекты, те, которые можно их, такое предложение, чтобы увлечь и завлечь нашу молодежь туда.